Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Хурметі достар. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Я умею» и с вами ведущая Анастасия Серикова. Сегодня у нас в гостях Назира Кинджибекова, ученица Назарбаев интеллектуальной школы, которая занимается уникальным казахским ремеслом. Здравствуйте. Здравствуйте. Назира, ну рассказывай, в какой школе ты учишься? Я учусь в Назарбаев интеллектуальной школе в 12 классе. В 12 классе. В школу любишь ходить? Конечно. Что интересного у вас в школе? Ну, интересно то, что у нас много различных учителей, разные предметы, а также школа нам предоставляет возможность раскрыть себя в сфере искусства. То есть у нас очень много разных кружков, куда мы можем пойти. То есть я, например, сейчас хожу в кружок декоративно-прикладного искусства, а точнее на плетение чии. Это вот как раз то ремесло, о котором мы и говорим, уникальное. Да, именно. На самом деле им мало кто занимается. Что это за ремесло? Что в нем особенного, интересного? Расскажи. Ну, им... Как вот вы делаете подделки? Это же подделки или что это? Это уникальное традиционное искусство, которым занимались наши предки. В основе лежит эта циновка, то есть это камыш обыкновенный, который в основном чистят, а потом высушивают и в итоге наматывают на них нитки либо войлок и выстраивают одну большую картину. Смотри, то есть каждое искусство, которое вы создаете, да, делается из камыша, правильно я понимаю? Без камыша невозможно. В этом вся и уникальность. Где вы собираете камыш? Ну, мне стало интересно, где его собрать. Конечно, мы его не собираем, а покупаем уже готовую циновку, которую в основном берут для того, чтобы закручивать там суши. Это для особо маленьких работ. Либо уже большие циновки, которые берут просто, чтобы прикрыть там окно или что-то вроде этого. Сложно найти вообще материал? Если честно, да, потому что наш учитель очень долго ищет его, потому что не каждый этим пользуется, и именно в больших форматах это очень сложно найти. То есть мало того, что само ремесло уникальное, так еще и материал уникальный, да? Да. Что самое сложное для тебя в этом? Самое сложное – это время и терпение, потому что для того, чтобы закручивать каждую тростинку, это нужно время, и каждый раз нужно подставлять под рисунок, чтобы он не съехал, не сломался, так сказать. Давай посмотрим, я вот вижу, что ты нам принесла. Да. Это вот как раз-таки сделано из камыша. Это просто великолепно, великолепно. Вот. Красота какая. Слушай, надо показать нашим телезрителям, пусть они любуются такой красотой. Смотри, то есть вот я вижу такие полосочки, да. Это все камыш. Камыш, именно. Надо же. И все это плетется вручную. Да. Правильно я понимаю? Угу. Что изображено здесь? Здесь изображена лошадь, то есть как символ Костаная, и тюльпаны вон снизу. Снизу тюльпаны вижу. Почему именно лошадь? Ты сама выбирала рисунок? Выбирали мы вместе с учителем, то есть мой наставник – это Динара Сагидукасовна, учительница искусства, которая преподает у нас в школе. И совместно с ней мы выбирали именно лошадь, как символ Костаная, как я ранее сказала, и вот. Очень красиво. Цвета, красный цвет. Вообще, ты знаешь, что красный цвет – это цвет победы? Именно. Так, смотри, значит, красный цвет ты тоже, наверное, не случайно выбрала, да? А вот это что такое? Это уже декорации, чтобы красивее выглядело. Все понятно, для красоты. Что можно с ним делать? Его можно повесить куда-нибудь? Да, это декоративное панно, которое сейчас в основном используют для украшивания дома, стен. Для украшения дома, значит. Хорошо, давай мы его аккуратненько складем с тобой. Слушай, ну он такой не маленький у тебя. Конечно. Не маленький. Я думаю, что такие подарки – это шикарно.
Ты, наверное, близким всем подарила уже такие. Ой, нет еще. Еще нет, да? Еще все впереди. Давай посмотрим следующий. Как я очень люблю вот такую ручную работу. Так, я вижу нашу столицу Нур-Султан. Да, Тут какие-то еще иероглифы. это узоры. Узоры такие. Да. Я почему-то подумала про китайские иероглифы. Нет. Нет, не может быть их надо. Смотрите, дорогие телезрители, это наш байтерек. Так, а это самая большая мечеть, да, мечеть, кажется? Я забыла название. Так, это что такое? Это ханшатыр. Ханшатыр. Хорошо, здесь что у нас? Там изображен Бүркіт Ага. и солнце в виде как раз-таки настенных изображений, которые давно были найдены. Все, поняла. Хорошо. Угу. Давай складем с тобой обратно. Рассказывай. Сколько времени нужно для того, чтобы сделать вот большую такую работу, как конь? Это вообще, она же огромная. Я думаю, что это не за день, не за Это два. очень большая работа. Это, наверное, самая объемная. И я на нее потратила около 2 лет. Это как раз-таки из-за того, что я учусь в Назарбаевской школе. И в основном я учусь. И какое-то время все-таки уделяю для искусства. И бывало время, такие периоды большие, когда я не ходила туда, потому что нужно было готовиться к экзаменам и все такое. И в итоге это все дело растянулось на 2 года. Целых 2 года. Да. А бывали такие моменты, когда ты все, терпения не хватает, не буду делать. Бывали такие моменты? Было. Было все-таки такое, да? А как ты себя потом мотивировала? Что ты себе говорила? Надо, Назира, надо? Или как? Надо закончить, потому что я такой человек, который, если начну, то я просто не успокоюсь, если не доделаю это. То есть за все, что ты берешься, ты доделываешь до конца. Да. А смотри, а вот эту маленькую работу, это вот правильно как назвать? Это ведь не картина, Это панно. панно. Да. Мгм. А маленькое панно, сколько ты делала? Там уже были сроки, и я его делала около месяца, потому что я регулярно в летнее время ходила в школу и уделяла 2-3 часа этому делу, и в итоге за месяц я уже закончила его. Мгм. Смотри, я вот не совсем поняла. Берем камыш, Да. дальше потом мы что делаем? Сшиваем. Не, в основном вначале мы рисуем рисунок, ну как, эскиз основного Эскиз. рисунка. Так художники делают. Да. То есть ты, например, да, ты решила нарисовать коня. Да. Ты его нарисовала сначала на листе, обыкновенно. Да. Потом я вместе с учителем потом выбираю уже цветовую гамму, какие цвета я буду использовать. После мы закупаемся нужными материалами, теми цветами, а после этот эскиз маленький уже делаем более масштабным, чтобы он был таким, каким мы хотим. После у нас в школе есть станок. Мы на станок как раз-таки крепим этот рисунок, и сверху мы начинаем по рисунку складывать основную картину. То есть получается не все вручную. Правильно? Можно так Что-то сказать. надо делать на станке, получается. Значит, не каждый может заниматься этим искусством, так? Или Ну, по все-таки... сути, станок мы делали сами, как бы это просто большой круг или, не знаю, как труба, и как раз на которую мы просто вылаживаем ее, потому что с каждый раз со стола на стол переносить оно тоже сдвигаться будет, и в итоге рисунок не получится. То есть станок можно самим сделать своими Конечно. руками. Я даже дома только сделала, чтобы дома заниматься. Расскажи об этом станке подробно. Вдруг нашим телезрителям пригодится, и кто-то сегодня захочет пойти и сделать такую работу. Что это за станок? Ну-ка, Ну, расскажи. в основном это просто труба, которая прикреплена на ножки, и все. И все? Все. Так, а что он делает, этот станок? Что вы делаете? Он держит в основном работу. Просто мы его так кладем, и в основном, чтобы их крепить, здесь Да, есть нитки да. вот тонкие. Вижу, ага. Мы как раз-таки ее с 2 сторон прикрепляем такие весы, ну как грузики, и скидываем на эти штуки, как на определенное расстояние, чтобы мы крепили их. После уже, когда каждую тростинку мы друг к другу крепим, и в итоге снизу готовая работа выходит. А что еще из материалов, кроме камыша, вы используете? Вообще, что можно использовать? Можно ли креативить, что-то добавлять Да. в неё, украшать ли там какими-то дополнительными, не знаю, цветочками, например? Конечно, можно. В основном давно использовали войлок либо нитки, чтобы наматывать. А мы с учителем решили поэкспериментировать и добавить эти 2 материала в одно. То есть я фон в основном делаю из ниток, чтобы не тратить, так сказать, войлок, а уже рисунок я делаю из войлока. То есть подставляю его под рисунок и войлоком плету. Какая твоя самая любимая работа?
Из всех, которые Самая ты делала. любимая. Да, вот она вот тебе запомнилась, ты такая вот, это моя самая любимая работа, она у меня идеально получилась, и я вложила в нее всю душу. Астана. Астана, вот, Это которая... уже, наверное, пик, когда я достигла именно хорошего результата, где я освоила все свои ошибки, так сказать, и начала делать более аккуратнее. А как ты считаешь, таким ремеслом может заниматься каждый, или все-таки нужно обладать каким-то талантом, чтобы вот такую вещь делать? Не думаю, что для этого нужен талант. Для этого в основном нужно время и терпение. Если человек вот усидчивый, он умеет это делать, он захочет, он сможет это сделать. А если он не может, он нетерпеливый, то вряд ли у него что-то получится. Сколько в общей сложности у тебя работ? Если честно, я особо не считала, но именно больших работ у меня 3, и маленьких работ около 4-5. И одна еще работа в процессе. Вообще, как ты узнала об этом ремесле и со скольки лет ты начала им заниматься? Об этом я узнала от учительницы. Именно когда я вот поступила в НИШ, я пошла на кружок ДПИ. И ДПИ это что? декоративно-прикладное искусство. И Динара Сагидукасовна мне предложила, а почему бы нам не заняться ЧИ? Я такая, ну, почему бы и нет, в принципе. И начала. А Динара Сагидукасовна это вот как раз-таки педагог, Да. Именно... Мой наставник. Твой наставник. Она тебя заинтересовала, так скажем, да? И в тебе проснулась любовь к этому ремеслу. И в общей сложности сколько ты сейчас занимаешься этим? Ну вот, я начала в 7 классе, сейчас я в 12, около 5 лет. 5 лет. Да. Самая твоя первая работа, о чем она была? Что за работа? Самая первая работа, ну, наверное, самая простая, возможно, была. Это просто вот длинное панно, на котором изображен узор. Просто казахский узор. Сначала вас учат делать просто панно, без каких-то рисунков, узоров, так? А потом уже вы начинаете уже эскизы делать? Или сразу все-таки с узорами уже? Сразу с узором, потому что если без рисунка, то это будет просто Обычный. коричневый квадратик, наверное. Разрешается ли вам туда что-нибудь, не знаю, вшивать или клеить, какие-нибудь стразинки, бусинки, такое можно Ну, делать? Или это не стоит? В принципе, мне кажется, можно, но я пока с этим не экспериментировала. Единственное, я то, что вот в новых работах добавила, уже крючком вязала вот эти вот рамки, это как раз-таки для того, чтобы оно не сломалось. Потому что у меня уже было такое, как опыте, Хрупкое, что да, ломались получается? вот эти кончики, и чтобы они более крепкими были, мы это вышивали их крючком. Угу. А так вообще нитью, да, фиксируют, Да. я так понимаю? Нить, клей, Нить, клей. Чтобы оно- Это ты чем пользуешься? Ниткой все-таки? и ниткой, и клеем, и всем пользуюсь. Все, что попадется, Да. все идет в ход. Расскажи, пожалуйста, сколько у вас таких вот талантливых, кто занимается этим ремеслом? Ну, пока что я была одна, кто именно ЧИ занимался. А вот сейчас, в 7 класс, который новый пришел, там есть девочки, которые вот заинтересовались тем, что я занималась этим. Потом пришли к нашему учителю и тоже попросили, мы тоже хотим заниматься этим. Вот они, можно сказать, будут меня заменять, когда я уйду со школы. А ты знаешь, что твое искусство, оно действительно уникально, и ручной Конечно. труд, он очень ценится. Как реагирует твоя мама? Что она тебе говорит? Она, наверное, большие надежды на тебя возлагает. На самом деле мама знает, что я занимаюсь таким, потому что рукоделием я занимаюсь прям с детства. То есть бывают же различные виды искусства, и я почти что с многими, можно сказать, познакомилась. И вот с каждым разом я что-то новое придумываю, начинаю закупаться этим материалом, заниматься регулярно. И как-то мама уже привыкла к этому, и она особо не удивляется, наверное, тому, что я Сначала она делаю. удивлялась? Вначале она удивлялась, типа, а как ты это делаешь именно когда я домой принесла? Она такая думает, а зачем тебе камыш? А мама у тебя не занимается рукоделием? Нет. То есть ты не в маму пошла? Мама в основном к музыке ближе, а я в сторону папы. Это папа к Папа у рукоделию. вас рукоделием занимался. Да. Папа чем занимался? Он лепил, рисовал, вот то, что тоже мелким занимался, как и я. Ага, вот оттуда у тебя Да. и пришла эта любовь, да? Именно. То есть ты такая была маленькая, смотрела, что ты там, папа, делает? Пойду-ка я тоже попробую, да? Было. Какие у тебя были первые подделки, вот не связанные с этим ремеслом вообще? Что ты такое прям грандиозное, и мама тогда удивилась, что у тебя там, возможно, такой талант? Ну, в 1 классе я занималась рисованием, то есть в школе я тоже участвовала в различных конкурсах, тоже места занимала именно рисованием. Потом уже, когда я перешла с начальной школы в среднюю, там я начала заниматься бисером. Там тоже у меня достаточно работы было именно животных, но они в школе остались, естественно. То есть ты подарила школе? Да. Школа Так не буду же гордится, забирать с собой их. Тоже надо в школе оставить.
А потом я начала заниматься вышиванием, шитьем и всем, что только увижу в интернете. То есть ты находишь какие-то идеи интересные в интернете. Да. Как ищешь вдохновение? Ведь это творчество, которое требует вдохновения. Все-таки. Ну, У тебя бывает такое, что вот, не идет работа, чего-то не хватает, нужно вдохновиться? Или ты Бывает. откуда-то приехала, наоборот, или пришла с улицы, что-то увидела глобально, все, пойду сделаю такую работу. Ну, в основном идеи мне скидывает Динара Сагитукасова, то есть она мне скидывает различные картинки, работы уже более опытных людей, которые это делали. Ну, и не именно чьи, а там пано из войлока и другие. То есть я оттуда беру различные идеи, какие-нибудь куски, и уже делаю сама что-то свое. Потом уже готовый эскиз я приношу учительнице, и она уже согласовывает и добавляет что-то свое. Так вот. И в итоге готовая работа выходит. Очень круто. Слушай, я вот вижу у нас много дипломов и очень хочу посмотреть. Я вижу у тебя за победу в республиканском художественном конкурсе «Астана, столица Великой Степи». Да. Где ты ее получила? Расскажи об этом конкурсе. Выходит, это дистанционный конкурс был. Я как раз-таки вот эту вот Астану готовила к ней. А это вот Да. как раз-таки за эту Да, работу? И именно мы дистанционно ее отправляли туда, уже фотографировали, фотографии и заявка, и после этого как бы... Так, это что оттуда за выбирались. благодарственное письмо такое у тебя? Это выходит, в Астане была выставка, где меня приглашали показывать Ты туда мастер-класс, да, как раз-таки плетение мчи, и это благодарственное письмо за это. Очень крутая работа. Так, переходим к следующему. За участие в выставке в рамках республиканского лектория по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Это за что получается? Это Конкурс тоже какой? подобная выставка, только Выставка уже это в Актау. была, не конкурс. Да. Только здесь у нас уже. У нас. Нет, в Актау. В Актау. То есть Да. ты еще и в Актау была? Да. Так, рассказывай, где ты еще была, пока я не дошла до следующих дипломов. Нет, только в Астане и в Актау. Не только, а в целой столице и еще в Актау. Это очень, очень красиво и круто. Так, это у тебя первое и второе место, я вижу, да? Да, это тоже я вот Астану и лошадь свою отправляла. Лошадь. Хорошо. Так, давай еще вот мне два диплома. Этот, я так понимаю, что тоже, да, с Астаны или нет, ошибаюсь? В школьном этапе. Школьный этап, это проекты защищали. Я тоже как раз-таки проект по ЧИ писала. И То есть ты еще пишешь какие-нибудь, наверное, научные работы? Ну, Такие. это, наверное, первый опыт, когда я научные работы писала. Так что я немного перенервничала там, так что Зачем ты нервничала? У тебя такие хорошие работы. бывает такое. Да? А это вот за что у тебя? Это в школе, то, что я вот в школе регулярно, каждый раз, когда вот нас зовут, там День открытых дверей или другие какие-нибудь мероприятия, там тоже вот мастер-классы по ЧИ показываю. Расскажи мне, чем ты занимаешься в свободное время? Ну, в свободное время я в основном книги читаю, тоже вот сейчас домой забрала ту самую работу, которую я еще не закончила. Ею занимаюсь время от времени и готовлюсь, естественно, к экзаменам уже. Что ты пожелаешь ребятам, которые только начинают заниматься этим ремеслом? Терпение. Терпение? Это Терпение. Самое главное – это терпение. терпение и наличие времени, как я поняла, Да. да, требует много времени. ведь. Очень много времени. Судя по тому, что ты говоришь, 2 года делать такую работу. Но это учитывая, что я еще занималась параллельно, так что это 2 года, мне кажется, это нормально для такой работы. Назира, я тебя благодарю за такую замечательную программу. Мне очень понравились твои работы. Я думаю, что многие заинтересуются и с удовольствием будут делать такие вещи. Дорогие друзья, ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. С вами была Анастасия Серикова.